Личные дела призывников, психологическое состояние, здоровье, также учитывается финансовое и семейное положение новобранцев. Весенняя призывная кампания, стартовавшая с апреля, продлится до середины июля. Молодые люди могут даже сами выбрать, в каких войсках хотят нести службу. Магомед Картоев медкомиссию прошел успешно с отметкой категории А. Уже 17 апреля он отправится в одну из московских военных частей. Делится без военного билета, строить планы на будущее очень сложно. Годен или нет, обязательная процедура для призывника пройти медкомиссию. В ее составе 7 специалистов. С начала весенней кампании медкомиссию прошли 70 молодых людей призывного возраста. Из них только 10 смогли получить отметку «Годен». Но есть и те, кто пользуется отсрочкой. Предусмотрено законодательством. Отсрочка предоставляется тому же студенту-очнику, тому же семейнику, у которых двое и более детей. Или же, если он признан нездоровым. То есть, если медкомиссия вынесет по нему решение ОВК, что он нездоровым, да, ему предоставляется отсрочка. Ребята в этот раз приходят в военкоматы уверенными в себе, потому что знают предыдущие случаи по тем же вариантам, у которых нет военных билетов. Билет сегодня для наших молодых ребят необходим. Без билета сегодня он никуда не сможет устроиться на работу или куда-нибудь еще. Ребята из Ингушетии будут служить в воздушно-десантных, сухопутных, железнодорожных войсках и Нацгвардии. В целом, члены комиссии Сунжского района отмечают высокую явку и желание молодежи пополнить ряды армии. Призывники понимают необходимость военного билета, как и то, что они щит и меч своего государства и в первую очередь лицо своего народа. В Сунжском районе на сегодняшний день идут команды 17 апреля, первая команда. Команда собрана, идет в полном составе. Далее 23-го тоже идет подбор команды. Команды укомплектованы. Отслужившие ребята сегодня срочную службу, и у которых есть билет на руках, они могут устроиться в любые ведомства, в любую организацию, потому что закон сегодня говорит, наличие военного билета позволяет выйти куда-нибудь на работу. Без билета никуда нас с места не двинется. Билет необходим. И люди это понимают сегодня. Ребята приходят в военкоматы, обращаются, спрашивают, интересуются. Но есть и уклонисты, которые игнорируют свою обязанность, скрываясь от представителей военного учетного стола. С такими лицами военкомат проводит другую работу. На них возбуждаются уголовные дела, либо в сопровождении сотрудников полиции их доставляют пройти медкомиссию. Правда, подобные случаи в Ингушетии крайне редкие. К сожалению, у нас есть сегодня обращение в МВД по приводу суда их. Хотелось бы этого не делать, но пришлось. По уклонистам отдельные вопросы. Конечно, предусмотрена уголовная ответственность в связи с отказом срочной службы. Хотелось бы, чтобы у нас этого не было. Пятно уголовное остается на всю жизнь. Эта история у него будет зафиксирована. Нежелательно, не нужно. Надо отслужить 1 год. И все будет позади. Отправившись в армию, новобранцам предстоит прослужить год в военной части. Военный комиссар Сунжского района также отмечает, что в армии созданы все условия для призывников разной конфессии и нации. Есть отдельное меню для мусульман и молельные комнаты в казармах. Отслужив год, молодой человек получит не только военный билет, но и мастерство и опыт боевых действий, который ему пригодится в жизни. Адам Гулоев, Муслим Арчаков, Магаз 24.